За 2 месяца 2026 года при пожаре погибло 35 человек. Я говорю о Республике Башкортостан. Почти половина из погибших – это люди пожилого возраста. Об этом поговорим сегодня в программе интервью. Здравствуйте. Я представляю гостя в студии Даниил Якупов, дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Уфимскому району Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. Даниил Фагимович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы только что с вами озвучили статистику, которая неутешительная. За 2 месяца в 2026 году погибли 35 человек. Если сравнивать с аналогичным периодом, по традиции с прошлым годом, уменьшилась статистика или увеличилась? Да, вы все правильно озвучили. На сегодняшний день на территории Республики Башкортостан зарегистрировано 733 пожара, при которых, к сожалению, погибло 35 человек. За аналогичный период с прошлым годом также погибло 35 человек, но среди погибших 14 человек пожилого возраста. К счастью, зарегистрированных детей при пожаре нету. Почему именно люди пожилого возраста погибают при пожарах? Я понимаю, что, может быть, эти причины очевидны, но давайте мы еще раз их проговорим для наших телезрителей. Соблюдение правил пожарной безопасности среди пожилого возраста – это из основных и серьезных вопросов на сегодняшний день. По статистике, люди пожилого возраста, пенсионного возраста, они относятся к особому риску. То есть память, слух вовремя не могут услышать, либо же почувствовать пожар, запах дыма. Соответственно, захламление территории, помещений, несвоевременный выход из горящего дома. Все это обуславливается, конечно же, и усиливает время выхода и спасения из пожара. Также электропроводки, печное оборудование. Как часто происходят пожары у нас и в жилых домах, так и в квартирах. Необходимо своевременно контролировать электропроводку и электрооборудование, конечно же. То есть основная причина и основной посыл к нашим телезрителям – это все-таки почаще навещать своих родителей, которые зачастую живут отдельно, живут они иногда и в сельской местности, и в городе. Я правильно понимаю, что здесь самое главное, понятно, что уже пожилые люди, может быть, о себе так позаботиться не могут. Родственники иногда не получается навещать пенсионеров, родственников, поэтому мы, конечно же, акцентируем на том, чтобы они почаще навещали своих родителей, родственников, близких пожилого возраста, уведомляли соседей, чтобы иногда хотя бы заходили и обращали внимание на электропроводку, электрооборудование, все ли хорошо. Если таких моментов не получается, конечно же, навещать, то мы советуем пожарный извещатель ставить. Они стоят не очень дорого и очень простые при подключении. То есть автономные пожарные извещатели можно ставить в любом месте, кроме кухни, конечно, потому что пары воздуха быстро попадают. Поэтому, и своевременно родственник уже пенсионного возраста может услышать и покинуть благополучно горящий дом или квартиру. Даниил Фагимович, еще один есть, я так понимаю, пожарный извещатель с GSM-модулем, который вообще более современный и тоже может спасти жизнь, да? Я правильно понимаю? Его тоже можно установить? Все правильно, GSM-модули, да, они у нас в разработке уже идут, устанавливают благополучно, и они сразу же дают контрольное извещение уже в ПКП, это на контроле Центральная пожарно-спасательная служба сразу же видит и быстро реагирует на пожарных подразделений ближайших. Итак, если еще раз проговорить, что нужно для того, чтобы обезопасить пожилых людей, это обязательно проверять электропроводку, печное оборудование, обязательно дымовые извещатели, либо извещатели, в которые встроены GSM-модули. Я правильно понимаю, что основные причины, это основные призывы к действию таковы? Все правильно. И опять-таки нельзя забывать неосторожное обращение при курении. Это тоже очень частая проблематика у нас во время курения. Забывает вовремя потушить сигарету. Особенно бывает такое, что пенсионеры пожилого возраста остаются одни и начинают злоупотреблять алкогольными напитками. При этом некоторые из них начинают курить и забывают про это, и вследствие чего начинается пожар. Какие еще есть, может быть, причины и какие причины возгораний?
Причины возгорания вот как раз-таки неосторожное обращение с огнем при курении, неосторожное обращение электрооборудования. Где-то проводка не очень хорошо замотана, то есть подручными изолентой, если самостоятельно вот они сделали, не до конца довели дело. Бывает такое. Лучше, конечно же, качественных специалистов, электриков вызывать и при помощи их уже устранить данные неполадки. Ну и еще раз повторюсь, конечно же, у родственников почаще навещать своих родителей пенсионного возраста и краткий курс по пожарной безопасности объяснить, не ругаясь, спокойно, аккуратненько довести до человека, что при возникновении пожара необходимо, конечно же, покинуть помещение, причем не просто покинуть, а как-то либо нагнуться, да, либо какую-то тряпку мокрую прислонить к лицу. Да, если возникает пожар, то вода, если рядом есть или если нету, то в каждом доме находится кран с водой. Подбежали, быстренько платочек взяли, намочили, ну и дышим через уже мокрую тряпку, конечно же, и направляемся в сторону выхода. Главное, чтобы пути коридора, эвакуационные пути не были захламлены. Это очень важно. Иначе в престарелом возрасте происходит такое, что люди начинают складирование старых вещей, то есть не выкидывают. Возможно, когда-то это пригодится. И тем самым, наоборот, таки усугубляет ситуацию выхода из данного помещения. Вот сейчас вот наступает такой непростой период, весенний, когда вроде бы и тепло, днем тепло, вечером уже как-то холодновато, да, вот такой вот период, он тоже несет какие-то в себе опасности. Все правильно. Нагрузка в данный период на электроэнергию усиливается, напряжение растет, тем самым электропроводка терпит перегруз, напряжение и еще сильнее обуславливает возникновению пожара. Поэтому своевременно необходимо электропроводку менять, потому что у электропроводки имеется свой срок годности, то есть 15-20 лет необходимо уже менять электропроводку, иначе вот такие перегрузы бывают. На фоне новых гаджетов, компьютеры, дети, внуки вот так приезжают, начинают заряжать свои электрогаджеты, забывают о том, что электропроводку не своевременно поменяли. Опять-таки начинаются пожары. Ну да, у нас есть еще одна группа риска, это дети, за которыми тоже нужен глаз да глаз. Вот какие рекомендации здесь будут? С детьми, конечно же, в первую очередь должны работать родители, периодически проводить инструктажи по пожарной безопасности, элементарные вещи, что все мы знаем прекрасно, что спички, зажигалки – это не игрушки детям. Ну и средства пожаротушения, чтобы были и умели пользоваться. Огнетушитель – самый элементарный помощник на пожаре. Примерно рассчитан на 5-6 квадратов. То есть при возникновении пожара незначительного он может спасти не только жизнь человека, но и материальные ценности. Итак, Даниил Фагимович, давайте подведем резюме нашему интервью, расскажем еще раз, напомним о том, что есть у нас такая группа риска, это пенсионеры, пожилые люди, за которыми нужно ухаживать и которым нужно объяснять, как действовать, если вдруг возникло возгорание. Ну и самое главное, это еще и предупредить. Это как обычно, да, это обязательно электропроводка, это обязательно правильная эксплуатация электрооборудования. Подскажите, что еще я не озвучила? Ну, вы все правильно озвучили. Совместно с администрацией и соцзащитой мы дополнительно проводим профилактические рейды, направленные как раз-таки на снижение пожарной безопасности среди пожилого населения. Зачастую бывает, что пожилые люди принимают таблетки, лекарства, тем самым усугубляют, опять-таки, внимание. То есть некоторые таблетки имеют характер, на сонливость влияет, поэтому, то есть вот эти рекомендации любой пожилой человек должен уже с начального этапа должен понимать, ну и соблюдать требования пожарной безопасности.
Даниил Фагимович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию. Еще раз заострили наше внимание о том, что к нашим родителям нужно почаще наведываться, не только для того, чтобы узнать об их самочувствии, об их здоровье, но и чтобы сохранить жизнь, потому что мы должны о них заботиться и проверять и электропроводку, и помещение, и объяснять, что могут таиться разные опасности даже в нашем доме. Спасибо огромное. Все правильно. Спасибо большое вам. Это была программа интервью. На наши вопросы ответил Даниил Якупов. Это дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Уфимскому району Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.